Привет, друзья! 10 сентября на сайте партии ШОР появилось сообщение о том, что депутаты этого политформирования встретились в Москве с Леонидом Слуцким, председателем Комитета Государственной Думы по международным делам. С депутатами партии ШОР Региной Апостоловой и Петром Жаданом на встрече в Госдуме Российской Федерации был и коммунист Константин Старыш. В такой узкой компании шоровцы и примкнувший к ним Старыш обсуждали ни много ни мало вопрос поставки природного газа по выгодной цене и снятия российского эмбарго для Аргеевского района. И где-то в Гагаузии занервничали депутаты Народного собрания из так называемой газовой комиссии, которые еще в феврале позорились, писали письма Путину с просьбой дать Гагаузии газ подешевле, скандировали «Россия» на митингах, защищали георгиевскую ленту и ругались с президентом Майя Санду. Но не получили ни официального ответа, ни даже встречи с никудышным российским чиновником, любителем домогаться до молодых журналисток, вроде Слуцкого. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, дойдет ли до оргазма партия ШОР. Оргазм – это название, которое пользователи социальных сетей придумали для предприятия, которое гипотетически могло бы поставлять российский природный газ жителям Аргеевского района. Аргеевский газопровод Молдова или Оргазм. Но обо всем по порядку. Высокие цены на газ – это следствие гибридной войны России против Украины и всей Европы. От этого страдают все, и Молдова, и Украина, и Европа. И та же Турция, о чем заявил председатель парламента Турции, посетивший вчера Камрад. Всем очевидно, что Россия использует цены на газ как оружие в гибридной войне. Путин этого и не скрывает. Совсем недавно «Газпром» выпустил клип, где показал, как он закрывает краны и как после этого мерзнет вся Европа. Дмитрий Медведев чуть ли не ежедневно пишет о том, как Россия повысит цены на газ, если европейские политики будут поддерживать Украину. Для молдавских кремлевских прихвостней тема газа – главная тема на протяжении последнего года. Санду регулярно просят поехать к Путину, помыть ему ноги и выпить воду в обмен на снижение цены на газ. Пророссийские партии и активисты в Молдове проводят митинги и протесты, но почему-то не перед российским посольством, что было бы логично, учитывая роль России в энергетическом кризисе. В начале года в Народном собрании появилась газовая группа или газовый десант в составе Виктора Петрова, Елены Юрченко и Леонида Кисся. Эта группа заявила, что направила письмо Путину с просьбой предоставить Гагаузии дешевый газ. После этого было много обсуждений того, насколько это возможно. Многие эксперты сошлись во мнении, что теоретически да, это возможно. Создается компания и заключается договор с «Газпромом». Но вопрос цены это не решит. Так же, как не решит эту проблему суетливость ШОРа. Усилия гагаузских депутатов показали бесперспективность идеи обеспечить поставки газа из России для отдельно взятого региона Молдовы. Письмо Путина, направленное от газовой группы из Гагаузии, осталось без ответа. Сделав волны в тазике, члены гагаузской группы пошли протестовать и требовать дешевого газа уже от президента Майя Санду. Любовь Гагаузии к России оказалась невзаимной. Путину не интересно, как будет греться Гагаузия зимой. На этот раз эстафету перенял ШОР. Депутаты этой партии поехали в Госдуму России. Само собой, делегацию партии ШОР и примкнувшего к ним Старыша никто не уполномачивал проводить такие переговоры. Эта идея бесперспективна, кто бы ни ездил в Москву и с кем бы там ни встречался. В условиях российской агрессии против Украины это чревато и репутационными рисками для тех, кто ездит и налаживает контакты с Россией. Даже самые ярые пророссийские политики довольно осторожны в контактах с российскими политическими лидерами. Они понимают, что после этого не отмыться. Но партии ШОР к грязи не привыкать. В социальных сетях шутят, что у депутатов Госдумы и партии ШОР есть много общего. Одни под санкциями, другие под уголовными делами. Примечательно и то, с кем встречались шоровцы и примкнувший к ним Старыш в Москве. В Госдуме их принимал Слуцкий, лидер второсортной технической партии ЛДПР, которую когда-то создал Жириновский и которая превратилась в декоративную партию для создания иллюзии политической конкуренции в России. Слуцкий известен также своими домогательствами до журналисток и как коррупционер с имуществом на миллионы. А еще накануне встречи с депутатами партии ШОР он заявил, что Приднестровье – это российская территория. Я даже не задаюсь вопросом, почему шоровцы не возразили Слуцкому. Подозреваю, что шоровцы и примкнувший к ним Старыш согласны с Слуцким.
То, что шоровцы и Старыш не встретились ни с кем из администрации Путина, а с абьюзером Слуцким, говорит о том, что, или о том, как в России воспринимают эту встречу и как относятся к партии Шор. Через пару дней после этой встречи в Москве Илон Шор похвастался тем, что ему пришло письмо или ответ от Слуцкого. На сайте партии радостно сообщили, что Москва готова поставлять газ в Аргеевский район по льготным ценам и пересмотреть свое решение по эмбарго для сельхозпродукции из Аргеева. В то же время ничего такого в письме Слуцкого не было. В своем письме Слуцкий просто пишет, что разделяет озабоченность по поводу высоких цен на газ, жалуется на правительство Молдовы и приглашает на повторную встречу. Нет ничего удивительного в том, что российский коррупционер недоволен молдавским проевропейским правительством. Майя Санду и партия ПАС пришли к власти в очень неудобный для России момент. Будь у власти Додон и его друзья-кулечники, вполне возможно, что российские войска использовали бы территорию Молдовы так же, как они используют территорию Беларуси. Совершенно естественно, что интересы России и интересы беглых молдавских олигархов совпадают. И Россия, и беглые молдавские олигархи заинтересованы в том, чтобы в Молдове восстановился режим, поощряющий кулечную политику. После череды протестов, прошедших в Молдове, стало ясно, что протестный потенциал у пророссийских сил крайне скуден. Сошли на нет протесты в Гагаузии, самыми стойкими оказались бабушки Шор. Так произошло в основном потому, что у Шора есть еще деньги на организацию этих протестов. По данным Национального антикоррупционного центра, на июньском протесте партия Шор потратила более 3,5 миллионов леев только на подвоз участников. Видимо, поэтому Россия решила поставить именно на Шора в газовом вопросе, а не на социалистов и на Гагаузию. Эксперт в энергетике Сержио Тофилат указывает на пункт 1.3 контракта Молдова-Газ с Газпромом. Этот пункт предусматривает поставку Газпрому природного газа также для других компаний из Молдовы, кроме Молдова-Газ. Теоретически Газпром может продать природный газ той же условной компании «Оргазм». Однако в контракте Молдова-Газ с Газпромом четко прописано, что другим компаниям из Молдовы Газпром должен продавать газ на тех же коммерческих условиях, что и Молдова-Газ. Иными словами, по той же цене. Если смотреться, то на поверку вся суета Шора вокруг природного газа окажется блефом. Но кто такой Слуцкий? Жалкая копия Жириновского. Он не уполномочен решать такие вопросы. И никогда вопросы поставок российского природного газа не решались в Государственной Думе. Тем более депутатами ЛДПР. Даже Жириновский, у которого вес был побольше, чем у Слуцкого, не мог на это повлиять. Поэтому Слуцкий и пишет в своем письме, что он озабочен и приглашает на новую встречу. А что еще он может? Теперь давайте посмотрим на видео, которое записал Шор после того, как получил письмо от Слуцкого. Дорогие друзья, добрый день. Вы знаете, что я держу свое слово перед людьми. Когда я стал председателем совета директоров Кишиневского аэропорта, я обещал, и я выполнил свое слово. Я построил аэропорт, которым вы сегодня гордитесь. Когда я стал мэром города Аргеева, я обещал, что я построю город, которым будут гордиться все жители Аргеева и который станет лучшим в нашей стране. И я это сделал. Некоторое время назад я вам обещал, что я обращусь к Российской Федерации с просьбой о помощи по получению цены на газ. Я, говорит, обещал, и я обратился. А что сложного в том, чтобы обратиться? Обратиться каждый может. Вон депутаты из Гагаузии тоже обратились, и что? Ну окей, шоровцы встретились с Слуцким и даже получили от него письмо. Мари Брынзе. Встречу со Слуцким не так сложно организовать. Достаточно быть не очень брезгливым и поехать в Россию. Только что это даст? А какой заезд у Шора? Я, говорит, построил аэропорт, будто с нуля его строил. Я, говорит, сделал Аргеев лучшим городом Молдовы. Ничего такого сверхъестественного в Аргееве на ворованные деньги Шор не сделал. И я, говорит, здесь тоже обещал обратиться и обратился. И что? Вся эта канонада с газом не что иное, как попытка использовать последний шанс пророссийских коррупционеров и воров прийти к власти. Шор и его стратегические партнеры из России понимают, что если не удастся раскачать лодку сейчас, то шансы прийти к власти будут упущены надолго, а может навсегда. Будет упущен не только шанс прийти к власти, но быть на свободе. Поэтому обещают и нагнетают все, что могут. Чего только стоит фраза «жители нашей страны оказались на грани холода и голода». Ну, во-первых, как можно в 21 веке в центре Европы оказаться на грани холода и голода? Мне не совсем понятно. Есть куча государственных инструментов социальной поддержки, куча международных программ.
Голод нам не светит, даже если Россия очень сильно постарается. По поводу холода. Это же преувеличение. Парадокс заключается в том, что про голод и холод говорят люди, выступающие за стратегическое партнерство с Россией. Россия, в свою очередь, выступает за восстановление своей империи, апеллируя очень часто к прошлому, в том числе и советскому прошлому. Я, как и многие, кто нас смотрит, родился в советское время и вырос в селе. Я не помню, чтобы в Советском Союзе правительство очень сильно переживало по поводу того, чем будут отапливаться люди зимой. Люди в селах сами собирали виноградную лозу, стебли подсолнечника и стебли кукурузы для того, чтобы топить печи. Были такие, кто покупал уголь, но тогда же тоже не все могли позволить себе купить уголь. И с доступом к продуктам питания была серьезная проблема. По 1-2 продуктовых магазина на село с очень скудным набором продуктов. Без домашнего хозяйства люди просто не выжили бы. В советское время в сельской местности жило 3/4 страны. Сейчас продуктовые магазины на каждом углу. Кто-то, конечно, скажет, что мы в 21 веке, а я тут про какую-то лозу говорю. Но 21 век хорош не только тем, что изобретены новые источники энергии, но и тем, что есть куча технологий, позволяющих использовать традиционные источники энергии по-новому. Тот же кизяк и та же лоза. Раньше их жгли в печках, которые обогревали 1-2 комнаты. Сегодня есть котлы, в которых можно сжигать переработанную в брикеты лозу и стебли подсолнечника, и тот же кизяк, почему бы и нет. Единственное, чего не придумали в 21 веке, это технологии по производству человеческого достоинства. Достоинство либо есть, либо его нет. Но к 21 веку произвели много новых инструментов по его унижению, по унижению человеческого достоинства. В том числе через вранье и манипуляции, которые использует Шор, его поддельники в Молдове и в России. Ничего удивительного в этом нет, ведь Шор относится к гражданам Молдовы как к жителям. В его представлении это территория, населенная массой людей, которая не должна задумываться и анализировать, а потреблять все манипуляции и вранье, которые он бросает в информационное пространство. И есть гречку и тушенку, которую он продает в своих социальных магазинах. Этого же хочет и Россия. Россия хочет, чтобы граждане Молдовы превратились в массу подконтрольную России, которая в нужный момент превратится в пушечное мясо, как это происходит сейчас с населением России. Шор и его поддельники хотят, чтобы маленькие сложности в сознании граждан были непреодолимым препятствием, с которым они не смогут справиться без таких, как Шор, а Шор будет их героически решать или красочно рассказывать, что он их решил. В советское время ведь как-то справлялись, а тогда доступа к технологиям не было, границы были закрыты, международная помощь не поступала. Наблюдая за тем, как Шор и ему подобные пытаются сделать нас всех идиотами, просто диву даешься. Людям, которые призывают потерпеть и напоминают про то, что и не через такие тяжелые времена мы уже проходили, и в этом нет ничего страшного, кремлевские прокси советуют обратиться к врачу. Например, бывший Башкан Гагаузии, вышедший из политической комы, опубликовал пост, где сожалеет, что руководство Гагаузии не получило аналогичное письмо от депутата Государственной Думы, а его организация «Альтернатива» готова помочь в этом. В чем помочь? Получить бесполезное письмо от сексуального абьюзера Слуцкого? С одной стороны, неприятно осознавать, что бывший Башкан Гагаузии стал кремлевским троллем. С другой стороны, почему стал? Он им всегда и был. Люди либо не понимают, либо притворяются. Поставки природного газа в Молдову по цене ниже той, которую «Газпром» платит, или вернее Молдова платит «Газпрому», невозможно. Это не мои фантазии. Так написано в контракте с «Газпромом». Мне сложно представить, как «Газпром» будет нарушать контракт, который сам же подписал. Но, с другой стороны, их задача ведь не объяснять людям истину, а манипулировать и вбрасывать в информационное пространство дезинформацию, создающую параллельную действительность. В действительности же Илон Шор скрывается от молдавского правосудия в Израиле. И, как вы понимаете, там он не побирается, а, как оказалось, ведет очень шикарный образ жизни. Коллеги-расследователи из Media Cousins выяснили, сколько стоит дом, в котором Шор живет в Израиле, и из которого записывает обращение к своим сторонникам, накладывая на фон фото парламента и правительства. Это тоже элемент параллельной реальности Шора, в которой он не беглый преступник, а спаситель страны от холода и голода, которого нет. Так вот, как выяснили наши коллеги из Media Cousins, аренда дома, в котором проживает Шор, стоит $3500 в день.
Это примерно 70 тысяч леев в день. В месяц аренда такого дома обходится в 2 миллиона 100 тысяч леев. За такие деньги зимой в Молдове можно обогреть примерно 140 домов. Причем обогреть их газом по цене 30 леев за кубометр. А нам Шор рассказывает, какой он добродетель и как он переживает за простой молдавский народ. Проблемы простого народа будут решены, если Шор вернет украденный миллиард и предстанет перед молдавским правосудием. В параллельной действительности Михаила Формузала в Европе дела обстоят не очень, а Россия – это стратегический партнер. В действительности же он приехал жить в Германию вместе с семьей и не может ответить на простой вопрос. Как оказалось так, что работая всю жизнь на госслужбе, он заработал на дом в Германии и возможность содержать свою семью там. И почему, будучи и оставаясь большим поборником русского мира и стратегического партнерства с Россией, он не переехал жить в Россию, например, в один из регионов, с которыми он заключал договора о партнерстве с Гагаузией. Вот если бы организация Формузала с громким названием «Альтернатива» помогла бы вернуть в страну деньги, которые заработал Формузал и происхождение которых он не может объяснить, тогда это была бы реальная помощь Гагаузии с его стороны. А жить в Германии и троллить правительство Республики Молдова за то, что оно не признает агрессора стратегическим партнером, много ума не надо. Параллельную реальность агенты Путина в Молдове пытаются создать и через высосанные из пальца опросы. Ну, например, есть такая контора Айдата, которая недавно опубликовала опрос, где, например, рейтинг доверия Илона Шора сравним с рейтингом доверия Майи Санду. А Ион Кику, например, опередил по рейтингам Владимира Воронина и Рената Усатова. Ион Кику, который на последних выборах набрал менее 1% голосов. На самом деле есть опросы, не изучающие общественное мнение и настроение, а формирующие их. Такое мы уже видели не раз. Очень часто компании вроде Айдата и другие социологические службы, близкие к молдавским беглым олигархам, делают подобные опросы с целью повлиять на общественное мнение и иногда на определенных политиков, показывая им перспективу или наоборот пытаясь их убедить в безнадежности того или иного политического шага. Таким образом, они манипулируют политической ситуацией в стране. Примечательно, что молдавские солдаты путинской гибридной войны активизировались тогда, когда ВСУ ведет успешное контрнаступление практически по всем фронтам. Когда российский фронт в Харьковской области развалился, и за 4 дня Украина освободила часть своей территории, которую российская армия оккупировала месяцами, положив тысячи солдат. Казалось бы, после этого всем, в том числе и в Молдове, должно стать очевидно, что Россия проигрывает эту войну, и чем дальше, тем бесперспективнее дружба и стратегическое партнерство с путинской Россией. Она бесперспективна для страны, но очень перспективна для таких, как Шор, Дадон, Влах Формузал и других пособниках путинской России. Это попытка сыграть на страхах людей и свергнуть абсолютно легальную и законную власть, не желающую солидаризироваться с агрессором, который не скрывает своих намерений оккупировать Молдову и устроить здесь молдавские Бучи и Ирпени. Это попытка остановить развитие Молдовы ради одной единственной цели, чтобы такие, как Шор, Плохотнюк и Платон, могли и дальше управлять ресурсами этой страны, грабить ее, обеспечивая себе красивую жизнь, примерно такую же, как ведет Илон Шор, живя в доме, который стоит 70 тысяч леев в день. Молдова при поддержке Запада переживет и эту зиму, и войну в Украине. И нам всем предстоит взять на вооружение один единственный способ определить, кто из политических сил заслуживает внимания, а кто нет. Надо задавать им один единственный вопрос. Чей Крым? Если говорят, что Крым это Россия, значит не заслуживают доверия и внимания. Потому что завтра могут сказать, что Приднестровье это Россия и вообще вся Молдова это Россия. Если начинают вилять и говорить, мол, не все так однозначно, украинцы тоже виноваты, таких тоже надо отправлять вслед за российским военным кораблем. Это троянские кони. Если называют вещи своими именами, значит заслуживают внимания. В этой ситуации как нельзя лучше звучат слова Черчилля из его фултонской речи. Есть две вещи, которые угнетают людей. Это война и тирания. Путинская Россия несет и то, и другое. Никакое экономическое сотрудничество с Россией не может принести развитие и процветание. Это принесет только одно – зависимость от России, тиранию и лишение всяких перспектив. Те, кто содействует этому, надо гнать мокрой тряпкой с молдавской политической сцены. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. С вами был я, Михаил Серкели. Увидимся в следующем выпуске Нокталайв.